несколько минут начнется торжественная церемония открытия 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики. В церемонии открытия принимают участие Первый заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики Светлана Петровна Кривилева. министр образования и науки Удмуртской республики Алексей Александрович Шепталин. Заместитель начальника управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления, начальник отдела по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртской республики Вероника Анатольевна Лекомцева. Члены правительства и депутаты Государственного совета Удмуртской республики. Главы муниципальных образований, главы и заместители глав администрации муниципальных образований сельских поселений. Почетный гость, двукратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок Удмуртской республики Тамара Ивановна Тихонова. А также жители и гости Игринского района. Сказку особую вам приготовил к празднику спорта, дружбы, добра, прекрасную сказку про Кая и Герду. Итак, начинаем. Пора. В Игринском прекрасном большом королевстве, где с флюгером ветер играет, весело жили, розы растили девочка Герда и брат ее Кай.
вся ледяная, пощады не знаю. Я все заморожу живые сердца. Мне грустно одной, я от скуки страдаю в стенах ледяного дворца. Ой, что-то в глаз кольнуло, как иголкой. Ах, Герда, милая, скорее помоги. Теперь и сердце ранило осколком. Какая боль и холодно в груди. Я заклинаю вас, осколки ледяные, я заклинаю вас моей волшебной властью. Летите прочь, и в диком шуме ветра неситесь над землею и впивайтесь в глаза, в сердца людишек этих глупых. И тот, кому осколок в глаз вонзится, пусть видит лишь одно дурное, а тот, кому стекло вопьется в сердце, пусть станет злым, и только зло на свете пусть творит всегда. Пусть будет так, летите! Идем со мной, я подарю тебе весь мир, вечную молодость. Ты будешь повелевать всеми, ты будешь управлять холодными стихиями. Тебе подчинятся снега и метели, ураганы и вьюги. Не раздумывай, Кай, садись в мои сани. Мы уедем в мой ледяной дворец. Кай, остановись, не слушай ее. Посмотри, из глаз моих капают слезы. Вернись, Кай! Тепло и красота этой розы спасли меня от чар снежной королевы. И, кажется, я знаю, что мне делать. Пожалуйста, юные спортсмены, молю вас о помощи. Мой бедный Кай стал пленником снежной королевы, но моя любовь к нему и ваша поддержка, ваша смелость и отвага смогут победить злые чары и растопить непокорные льды. Пусть тепло горячих детских сердец растопит лед и стужу. Вам смелым и сильным и ловким со спортом всегда по пути. Пусть вас не страшат тренировки, пусть сердце стучится в груди. Вам смелым и сильным и ловким быть надо всегда впереди. Начинается парад команд участниц 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики. И первой на почетную дорожку выходит команда Алнашского района. Алнаш Йорос,
В составе команды участники прошлогодних республиканских зимних спортивных игр среди школьников, чемпионата первенств Удмуртской республики по лыжным гонкам, многократные чемпионы и призеры районных соревнований по лыжным гонкам и кроссу, а также ведущий лыжник района, вице-чемпион третьего тура чемпионата и первенства Удмуртской республики Владимир Лекомцев. За ними следует команда спортсменов Болезинского района. Болезиной Йорос. Команда является чемпионом прошлогодних республиканских зимних спортивных игр в селе Юкаменское среди сельских районов. В общекомандном зачете по лыжным гонкам Болезинский район также занял первое место. Встречаем дружную команду Вовожского района. Вовож Йорос. В составе команды все спортсмены в текущем сезоне подтвердили норматив первого спортивного разряда. В составе команды Илья Каргашин, участник российских соревнований по лыжным гонкам, а также кандидаты в мастера спорта по полиатлону Степан Курбатов и Савелий Елмашев. На стадион выходит команда Вовожского района. На стадион выходит команда города Воткинска. Водкакар. В составе команды Анастасия Вахрушева, неоднократная чемпионка и призер республиканских соревнований. Илья Карпов, призер лыжни России 2016 года в городе Ижевске. Юлия Занкеева, призер президентских игр в эстафете 2016 года. Полина Кожина, призер спартакиады школьников Удмуртской республики «Быстрая лыжня 2016» в эстафете. За ними следует команда Воткинского района. Водкар Йорос. Впереди знаменосец Леонид Маков, член сборной команды Удмуртии по лыжным гонкам среди школьников, победитель республиканских и участник всероссийских соревнований по лыжным гонкам, а также победители и призеры районных соревнований, участники республиканских соревнований по лыжным гонкам. Встречаем команду города Глазово. Глазкар. Среди участников команды Николай Корякин, кандидат в мастера спорта, победитель и призер первенств и кубков Удмуртской республики по биатлону, а также Александра Власенко, Ксения Поздеева, Дарья Дубцова, Егор Сургутский, Екатерина Поздеева, призеры первенств и кубков Удмуртской республики по биатлону. На почетную дорожку стадиона выходит команда Галазовского района. Глаз Йорос. Гордость команды Михаил Марилов, кандидат в мастера спорта по спортивной ходьбе, имеющий первый разряд по лыжным гонкам, член сборной Удмуртской республики по легкой атлетике. Михаил – лучший спортсмен Галазовского района 2016 года, занесен во Всероссийскую энциклопедию детских достижений. Стремится к новым спортивным рекордам команда Граковского района. Грак Йорос. Все участники команды – неоднократные чемпионы районных соревнований по лыжным гонкам, участники зональных и республиканских соревнований. В едином спортивном порыве на стадион вступает команда Девёсского района. Дебес Йорос. В составе команды перспективные спортсмены, имеющие первые разряды по лыжным гонкам. Марина Сунцова, Мария Пономарева, Эдуард Стрелков, Артем Брауэр, Яна Сараева, Станислав Гущин, Евгений Васильев. Встречаем команду Завьяловского района. Дери Йорос. Среди участников команды Елена Байкова, неоднократная чемпионка и призер республиканских спортивных игр в составе спортивной семьи. Елисей Усманов, неоднократный чемпион и призер всероссийских и республиканских соревнований по лыжным гонкам, полиатлону и велогонкам. На стадионе спортсмены города Ижевска. Ишкар.
На стадион вступает уверенным шагом команда индустриального района. Ишкарыш индустрия-роз. Возглавляемая тренером-преподавателем Петром Платоновичем Зверевым, ряды сплоченной команды спортсменов объединены девизом: республиканские игры – это честный спортивный бой. В них участвовать награда. Победить же может любой. В едином порыве уверенно шагает команда спортсменов Ленинского района. Ленин-Йороз. В составе сборной команды призеры районных и участники республиканских соревнований. Особая гордость – Алсу Гемранова и Розалия Галимзянова, призеры зимних международных игр школьников, члены юношеской сборной команды Удмуртии. На стадион вступает дружная команда спортсменов Октябрьского района. Октябрь-Йороз. В составе сборной команды победители и призеры районных соревнований. Каждый спортсмен счастлив сегодня и рад. Дорогу дайте юности и спорту. Выходит молодость и сила на парад. Продолжают парад команд спортсмены Первомайского района. Первомай-Йороз. Полны сил и решимости одержать победу в республиканских соревнованиях юные спортсмены вместе со своим капитаном Аленой Нигбатулиной, кандидатом в мастера спорта, неоднократным победителем и призером первенства города Ижевска и Удмуртской республики по зимнему полиатлону. Девиз команды: к битвам спортивным все мы готовы. Каждый уверен в силе своей. Мы приветствуем на республиканском празднике успешную команду Устиновского района. Устинов-Йороз. В составе команды чемпионка республики 2016 года по биатлону Юлия Морозова, призер чемпионата Удмуртии по биатлону, призер всероссийских и республиканских соревнований по биатлону Илья Крутиков. Юные спортсмены команды уверены, их ждут награды 17-х республиканских зимних спортивных игр. На стадион вступает команда Камбарского района. Камбарка-Йороз. Лидер команды Владимир Брызгалин, который входит в десятку сильнейших спортсменов, выступающих на чемпионатах и первенстве Удмуртской республики по лыжным гонкам. В составе команды 5 спортсменов, имеющих квалификацию первого спортивного разряда. Самые опытные спортсмены – Анастасия Черноскутова и Алексей Плешаков. Возглавляет команду спортсменов директор детско-юношеской спортивной школы района Дмитрий Валерьевич Чикуров. Команда настроена на достижение высоких результатов. Бодрым шагом идет команда юных спортсменов Каракулинского района. Каракулино-Йороз. В авангарде команды перворазрядники Кирилл Бородин, Роман Урамов, победители и призеры районных и республиканских соревнований по лыжным гонкам. Эта команда обладает несгибаемой силой духа, настойчивостью и стремлением к победе. Девиз команды: дорога спорта – это дорога жизни. Уверенно вступают на стадион лыжники, гонщики и полиатлонисты Кесского района. Кез-Йороз. Среди них чемпионы республики в своих возрастных группах, неоднократные победители и призеры республиканских соревнований Виктория Гловацкий, кандидат в мастера спорта России, член сборной команды Удмуртии по лыжным гонкам, Тимофей Чечегов, победитель финальных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России 2017» среди юношей, тренер воспитанников, заслуженный тренер Удмуртии Сергей Васильевич Чечегов. Уверенные в своей победе на играх идут спортсмены Кизнерского района. Кизнер-Йороз. В составе команды кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, призер первенства России в индивидуальной спринтерской гонке в городе Сыктывкар в 2016 году Михаил Чукавин, победитель первенства Удмуртской республики по лыжным гонкам в 2016 году Лада Чукавина, кандидат в мастера спорта по зимнему полиатлону Вячеслав Ерофеев. На стадион вступает команда Киясовского района. Кияса-Йороз. В составе команды победители и призеры районных соревнований. Перворазрядник по лыжным гонкам Никита Собинов. Подающие большие надежды полиатлонисты Владимир Григорьев и Полина Тройникова. Команда желает соперникам показать отличные спортивные результаты и получить много незабываемых впечатлений. Устремленная к новым спортивным победам шагает команда Красногорского района. Красногорск-Йороз. В составе сборной команды перворазрядницы, победительницы районных соревнований по лыжным гонкам и легкой атлетике Анна Вершинина и Юлия Федорова, которая входит в десятку сильнейших спортсменов-лыжников Удмуртской республики. Команду спортсменов объединяет сила духа и стремление к победе.
На стадион вступает команда Малопургинского района. Пичбурга Йорос. Несмотря на свой юный возраст, в копилке спортсменов есть достойные результаты. Денис Филимонов является победителем первенства России 2015 года в индивидуальной гонке и в эстафете. Анна Кузьмина – бронзовый призер чемпионата мира среди школьных команд 2014 года в городе Отепя, Эстония. Девиз команды «Нам, смелым и сильным, быть надо всегда впереди». На стадионе команда города Можга. Можгакар. Честь города будут защищать члены сборной команды Удмуртской республики по лыжным гонкам, призеры республиканских, всероссийских соревнований по лыжным гонкам Илья Курбатов, Виктор Семенов, Алексей Локтинов, Александр Зубков. В составе команды неоднократный победитель и призер республиканских соревнований по лыжным гонкам, обладатель гранта главы Удмуртской республики 2015 года Венера Яналиева. Мы приветствуем на республиканском спортивном празднике команду Можгинского района. Можга Йорос. Команду представляют кандидаты в мастера спорта по зимнему полиатлону Роман Мартынов и Илона Знакова, участники российских соревнований Максим Антонов и Татьяна Федорова. Также в составе команды участники республиканских и победители районных соревнований по зимним видам спорта. Четким шагом на дорожку стадиона выходит команда города Сарапула. Сарапулкар. Честь города будут защищать многократный чемпион города Сарапула по лыжным гонкам Нил Ершов, обладатель Кубка Федерации лыжных гонок Удмуртии Всеволод Усольцев, члены сборной команды города Сарапула Елена Галанова и Гуля Катаранова. Команду к соревнованиям подготовили тренеры-преподаватели Владимир Николаевич Шагалов и Андрей Юрьевич Гончаров. Готова к новым спортивным достижениям команда Сарапульского района. Сарапул Йорос. Одна из сильнейших команд Удмуртской республики по зимнему полиатлону. В составе команды кандидаты в мастера спорта по полиатлону и перворазрядники по лыжным гонкам Ангелина Бельманова, Даниил Батраев и Владислав Першин. Команда Сарапульского района желает участникам соревнований легкой лыжни и быстрых секунд. Приветствуем команду Силкинского района. Селта Йорос. В составе команды юные спортсмены, имеющие первый взрослый разряд по лыжным гонкам. Илья Королев, Воробьев Виктор, Трофимов Илья, Дубовцев Иван, а также неоднократные участники республиканских соревнований по лыжным гонкам Анастасия Морозова, Мария Помасова, Даниил Алексеев. Подготовили команду тренера-преподавателей первой категории Александр Владимирович Блинов и Станислав Германович Шутов. На стадион уверенно вступает команда Сюмсинского района. Сюмси Йорос. В спортивных соревнованиях примут участие неоднократные победители и призеры районных соревнований по лыжным гонкам и полиатлону. Решительно настроены на победу многократный чемпион района по лыжным гонкам, неоднократный призер республиканских соревнований Павел Зеленцов, а также участник чемпионата мира среди школьников, серебряный призер в лыжной эстафете Влад Афанасьев. На стадионе команда Увинского района. Ува Йорос. Честь района будут отстаивать призеры республиканских соревнований по биатлону и неоднократные призеры районных соревнований по лыжным гонкам. Юных спортсменов ведут к победе тренеры-преподаватели Алексей Сергеевич Баранов и Вячеслав Витальевич Ежов. Продолжают парад команд спортсмены Шарканского района. Шаркан Йорос. Юные спортсмены района полны решимости одержать новые победы. В составе команды член сборной Удмуртии по лыжным гонкам, победитель первенства Удмуртии Роман Едыгаров, призер республиканских соревнований Антон Стрелков. Все участники команды имеют первый спортивный разряд. Дружно вступает на стадион команда Юкаменского района. Юкаменск Йорос. В составе команды победители прошлогодний эфир по полиатлону в командном и личном первенстве. Серебряный призер первенства России по зимнему полиатлону Константин Арасланов. Перворазрядники, лыжники-гонщики Владислав Сунцов, Стас Бекмеметьев, Павел Усеев, Игорь Сабреков. Готова к новым спортивным достижениям команда Якшурбодинского района. Якшурбодия Йорос. Команда представлена неоднократными победителями и призерами районных и республиканских соревнований.
Среди них члены сборной команды Удмуртии по лыжным гонкам, участники первенства России Александр Ившин и Яна Блинова, спортсмены, имеющие первый спортивный разряд по лыжным гонкам Татьяна Иванова и Павел Кондратьев. Приветствуем команду Ярского района. Яр Йороз. Команду представляют лучшие спортсмены и победители районных соревнований по лыжным гонкам и полиатлону Иван Сафонькин, Даниил Шандыбин, Илья Данилов, Софья Суворова. Тренеры-преподаватели команды Юлия Николаевна Рудина, Виктор Леонидович Марьин, Владимир Борисович Яковлев. На стадионе команда Игринского района. Играй Йороз. Честь района в спортивных баталиях будут отстаивать кандидат в мастера спорта по зимнему полиатлону Ирина Сапожникова, призер республиканских соревнований «Быстрая лыжня-2015» в эстафетных гонках Елизавета Перевозчикова, чемпион открытого первенства города Ижевска по зимнему полиатлону 2017 года Егор Кожевников, призер республиканских соревнований по лыжным гонкам на призы Тамары Тихоновой и всероссийских соревнований по лыжным гонкам Денис Поторочин. К новым спортивным победам юных спортсменов идут тренеры-преподаватели Владимир Евсеевич Ившин, Сергей Анатольевич Антонов, Вениамин Иванович Ефремов. Ребята, горят ли ваши сердца огнем победы, как мое? Ребята, горят, готовы ли вы мечтать и в честной борьбе преодолеть себя? Готовы ли вы к дружескому и благородному соревнованию? Движение – это жизнь. Энергия спортивной жизни заряжает на новые достижения и победы. Начинается торжественная церемония открытия 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики. Звучат государственные гимны Российской Федерации и Удмуртской республики.
спортивных игр обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики приглашаются Первый заместитель председателя Государственного совета Удмуртской Республики Светлана Петровна Кривелева, министр образования и науки Удмуртской Республики Алексей Александрович Шепталин, глава муниципального образования Игринский район Татьяна Юрьевна Чуракова. Удмуртель кунлен, кункенешезлен, тероезлен, нарешеты воштишес, Светлана Петровна Кривелева. Удмуртель куныш дышетон яно наука я министр Алексей Александрович Шепталин. Играю рос муниципал кылдытетлен тероез Татьяна Юрьевна Чуракова. Слово предоставляется главе муниципального образования Игринский район Татьяне Юрьевне Чураковой. Уважаемая Светлана Петровна, уважаемый Алексей Александрович, уважаемые гости и участники соревнований, дорогие игринцы, от всей души привет. Конечно, победит не каждый, но победа — это не главное в соревнованиях. Главное — это площадка для диалога, для общения, для знакомства друг с другом. Успехов вам, удачи, победы, всего самого доброго. С праздником! Слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного совета Удмуртской Республики Светлане Петровне Кривелевой. Глубоко уважаемая Татьяна Юрьевна, Алексей Александрович, глубоко уважаемые организаторы, участники, приглашенные от имени и по поручению председателя Государственного совета, лидера партии «Единая Россия» в Удмуртской Республике Владимира Петровича Невоструева, а также от лица депутатов Государственного совета, я приветствую вас на этом прекрасном мероприятии. Сегодня мы все молодцы, потому что мы выполняем послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по формированию здорового образа жизни. И буквально 2 месяца тому назад в нашей республике принята программа здорового образа жизни. Я хочу сказать, что очень многие депутаты Государственного совета занимаются спортом и имеют спортивные хорошие результаты. И слова огромной благодарности игринским депутатам, которые организуют соревнования, являются благотворителями для проведения этих мероприятий. Мы, депутаты Государственного совета, глядя на вас, молодое поколение, тоже проводим спартакиады. У нас еще их всего 3, но все лучшее у нас впереди. Я хочу еще также обратиться к вам с информацией о реализации на территории Удмуртской Республики партийных проектов «Единая Россия», которые связаны с развитием физической культуры и спорта. Это детский спорт. Руководитель этого проекта – олимпийская чемпионка, чемпионка мира Ирина Роднина. Это ремонты спортивных залов в сельских школах. Это бассейны «Единой России», это катки «Единой России». И поверьте, депутаты Государственного совета активно принимают законы, касающиеся физической культуры и спорта. Всем в добрый путь, пусть победит сильнейший. С праздником вас, дорогие! Тушбаджил Тау, Ванзи Умойзе. Слово предоставляется министру образования и науки Удмуртской Республики Алексею Александровичу Шепталину. Деч буреш гажано шьёс, гажано кужос но куноос, дуно нылпиос. Уважаемая Татьяна Юрьевна, Светлана Петровна, уважаемые игринцы, уважаемые гости, участники соревнований, от лица главы и правительства Удмуртской Республики я приветствую вас сегодня, поздравляю с началом нашего замечательного спортивного праздника и хочу отметить, что правительство Удмуртской Республики уделяет самое пристальное внимание развитию детского и юношеского спорта, привитию здорового образа жизни среди нашей молодежи. У нас сложилась замечательная практика, уже 17-е игры мы с вами проводим. Этой практике нет аналога на федеральном уровне. То есть в этой части мы с вами, можно сказать, передовики. Хочу напомнить нашим молодым участникам, что те
замечательные наши спортсмены, которые достигли колоссальных успехов. Это и Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Максим Валикжанин, Анатолий Карепанов, Валерий Медведцев и многие-многие другие. Они начинали свой блистательный путь в большой спорт, к великим достижениям именно со школьного спорта. И мы с вами, дорогие друзья, ничуть не сомневаемся, что сегодня здесь с нами находятся те люди, которые будут прославлять и нашу маленькую Удмуртскую республику, и великую Россию. Пусть так и будет. И хочу пожелать нашим дорогим участникам побеждать на спортивной арене, но не забывать побеждать и в учебе за спортивными партами. Все люди, добившиеся в этой жизни успеха, это люди, которые сочетали учебу и спорт. Поэтому прошу вас не забывать про такую важную составляющую, как успехи именно по школьной программе. Ну а сегодня я хочу еще раз поблагодарить игринцев за то, что они приняли нас на своей гостеприимной земле, в своем замечательном районе. И я уверен, что нынешнее первенство, 17-е игры, станут самым настоящим праздником для всех нас. Добрый путь! Темп моей страны, моей земли, ждать мы ни секунды не могли. Жизнь, ты все сложнее, ты все быстрее. Темп наш современный чародей. Темп наш современный чародей. Жизнь, ты все сложнее, ты все быстрее. Все быстрее мчится время, все быстрее время стрессов и страстей. Мчится все быстрее. «2017 год. Удмуртия. Поселок Игра». Участников и гостей 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики, встречает талисман наш игринский Мишка. Хозяину леса присуща сила, упорство и смелость. Все эти качества являются неотъемлемой составляющей успеха в спортивных достижениях. Встречаем талисман 17-х республиканских зимних спортивных игр школьника. Славу движения, жизни и спорта, традиции Удмуртии храня, юных спортсменов нашей республики приветствует Игринская земля. Приветствую тебя, талисман, и спешу рассказать, какая жуткая история приключилась с моим милым братом Каем. Прямо отсюда его увезла снежная королева своими зловещими мечами. Она превратила его сердце в кусочки льда. И Кай забыл обо мне, и о нашей дружбе, о прекрасных розах. Дети, которые сегодня присутствуют здесь, готовы отправиться на поиски Кая. А ты сможешь нам помочь? Я знаю, как помочь тебе. Нет таких чар, с которыми бы я вместе с ребятами не смогли справиться. Языки пламени остудят холодный нрав снежной королевы. Не будем терять ни секунды. Огонь священный сердце Кая отогреет, поможет нам назад его вернуть.
снежной стихии. Славен силой, отвагой он, дерзко бьются и летим великие. Сила могучая, стихия огня, достойно дает отражение. Тают снега, их в неравном бою неизбежно ждет поражение. Сражение переходит в разгромный звон хрустальных льдов. И львы покорные отходят в объятия пламенных оков. Надменная сходит с лица холодной и злой королевы. Не ожидала такого конца. Во власть свою нет больше веры. Наконец-то мы вместе. Посмотри, Кай, распустились наши розы, и их отогрело пламя горячего, любящего сердца. Я как будто проснулся от долгого сна. Спасибо тебе, дорогая Герда. Спасибо вам, ребята. Спасибо тебе, талисман. Прости меня, милая Герда. Моя власть – ничто против твоей безграничной и чистой любви к брату. Я признаю свое поражение. Я рад, что у этой истории счастливый финал. Спасибо вам, юные храбрецы! Энергия спорта и огонь детских сердец способны растопить любые льды и совершить чудо. А сейчас настал момент зажечь огонь соревнований и поднять флаг. Почетное право зажечь огонь соревнований предоставляется призеру 15-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики по зимнему полиатлону и неоднократному призеру командного первенства по зимнему полиатлону среди учащихся Удмуртской республики Роману Емельянову. На стадионе флаг республиканских зимних спортивных игр, обучающихся в общеобразовательных организациях Удмуртской республики. Флаг игр несут призер 16-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртии по зимнему полиатлону, чемпионы Гринского района по зимнему полиатлону Владислав Леконцев. Многократный призер республиканских соревнований по лыжным гонкам, зимнему полиатлону и лапте Ирина Сапожникова. Постоянный участник республиканских соревнований
соревнований один из сильнейших молодых лыжников Игринского района Роман Ложкин. Участник республиканского фестиваля обучающихся Удмуртской республики по легкой атлетике, чемпион района по легкой атлетике, победитель первенства Удмуртской республики по бегу на шоссе Евгений Антонов. Неоднократная участница республиканских соревнований, чемпионка Игринского района по зимнему полиатлону Алена Шкляева. Неоднократная участница и призер республиканских зимних сельских спортивных игр среди спортивных семей Юлия Копысова. Слово для открытия 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики, предоставляется министру образования и науки Удмуртской республики Алексею Александровичу Шепталину. Огонь соревнований зажечь. Флаг соревнований поднять. Зимние спортивные игры обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики считать открытыми. Горит огонь и реет флаг, и значит дан сигнал на старт. Пусть ликует весь стадион, триумфом спорта наполнен он. От нас примите сувениры, и пусть наша история поможет вам поверить в себя. А ваша отвага поможет вам добиться самых высоких результатов. Республиканские зимние спортивные игры обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской республики в игре. Пусть царит на них дух честной борьбы, спортивного азарта и благородного дружеского соревнования. Мечты, чего достоя, в них нет ни грамма пустоты. Мы обретаем крылья веры, что нас несут в страну мечты.
обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. Учащиеся общеобразовательных школ поселка Игра, Творческие коллективы Игринского района, спортсмены Игринской детско-юношеской спортивной школы, гостеприимные жители поселка и Игринского района. На этом церемония открытия 17-х республиканских зимних спортивных игр, обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, завершена. Желаем удачных стартов, легких рекордов и